непутевые заметки с Дмитрием Крыловым. Доброе утро. Сегодня у нас экзотика. Киргизская. А это значит, будет много ярких красок, самых древних древностей и впечатляющих по красоте мест. Так что если в вашем ближайшем окружении чего-то из вышеперечисленного нет, присоединяйтесь. Не заскучаете. В доказательство вот такой факт. Кыргызстан за последние годы стал одним из самых популярных у россиян зарубежных направлений. В 2023 году спрос на летний отдых в этой стране почти в 2 раза превысил показатели предыдущего года. Чем это объяснить? Полагаю, самобытностью этой республики, ее азиатской экзотикой, а она здесь на каждом шагу. Главный мужской головной убор ак-колпак изготавливали из войлока. Его высота, форма и цвет были своего рода визитной карточкой человека. Без колпака мужской костюм был обязательно носили или чек, или тюрбан. Чтобы соорудить такой убор, уходило от 15 до 30 метров тонкой ткани. Так это же надо еще и уметь красиво навертеть все эти метры на голову. Ну, целое искусство. Чем выше был статус женщины, тем выше ее тюрбан. Длины ткани или чека хватало, чтобы запеленать новорожденного, а также, чтобы укутать тело ушедшего в мир иной. Ну, можно сказать, что женщина была готова одновременно и к жизни, и к смерти. Первой степной империей, закрепившейся на Тянь-Шане, вероятно, были усуни, древний народ, живший на части территорий Центральной и Средней Азии. Тысячелетия за тысячелетием сменяли друг друга империи, каганаты, хуну и караханиды. Это все древние тюркские народности и династии. Они-то и составили сложно сочиненный микс народа, который мы называем киргизами. Остаемся с нашей азиатской красавицей – Киргизией. Вернее, с красавцем. Ведь правильно называть эту азиатскую республику Кыргызстан. И у нас еще припасены для вас и интересные места, и природные красоты, и увлекательные горные маршруты. Так что до встречи на них. Пока, ваш горный... Да ну, перестаньте. Ну, не козел, конечно, а орел. ДК. Это непутевые заметки с Дмитрием Крыловым.